Открывая публичные слушания, руководитель Комитета Народного собрания по налогам и бюджету Магомед Сали Добриев отметил, заседание проводится для совместных обсуждений с заинтересованными сторонами всех аспектов главного финансового документа региона. Основная цель, которую мы сегодня с вами преследуем, это доведение до населения проекта бюджета, выявление общественного мнения и, конечно же, подготовка предложений и рекомендаций по вопросам, которые сегодня у нас возникают. Законопроект подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного, налогового закона Российской Федерации, закона Республики Ингушетия о бюджетном процессе Республики Ингушетия, иными законодательными и нормативными актами. Один из самых важных документов, который определит развитие Ингушетии на ближайшие годы. По итогам последних 9 месяцев в регионе просроченная кредиторская задолженность республиканского бюджета перед федеральным центром снизилась на 378 с лишним миллионов рублей. Общий объем доходов бюджета сформировался в объеме 27 миллиардов рублей 368,8 миллионов рублей. Общий объем расходов бюджета 27 миллиардов 744,9 миллионов рублей. Дефицит бюджета сформировался в объеме 376,2 миллиардов рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2026 года в размере 2 миллиардов 349,3 миллиона рублей. Сформированный проект бюджета ориентирован на реализацию региональных проектов, охватывающих ключевые направления социально-экономического развития, на стимулирование экономического роста. В расходной части бюджета в первую очередь предусмотрели расходы на выполнение всех социальных обязательств, выплату зарплаты с учетом повышения минимального размера оплаты труда и не только. В общем объеме расходов занимает, как я уже сказал, оплата труда. Она выросла на 2 миллиарда 174,7 миллиона рублей по сравнению с текущим годом. Сюда входит увеличение минимального размера оплаты труда, который с января 2025 года с 19 242 возрастет до 22 440 рублей. Рост при этом расчет показал 758 миллионов рублей. Увеличение оклада работников учреждений бюджетной сферы с 1 января 2025 на 5,1%, это выльется в 224 миллиона рублей. В главном финансовом документе учли и запросы на здравоохранение, образование, льготы для малоимущих семей, социальные выплаты на детей. Социальные выплаты – 1 430 000 000. Ежемесячные выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка – 1 092 000 000. Это те ежемесячные пособия, детские пособия. Федеральный бюджет вкладывает 20 миллиардов. Мы софинансируем в размере 5%, и она обходится нам в 1 миллиард рублей. Осуществление социальных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также части выплаты стипендий, компенсации части и другие социальная поддержка 220 миллионов. В ходе слушаний говорят и о прогнозах социально-экономического развития Ингушетии на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. По оценке, объем промышленного производства в 2024 году составит 14,2 миллиарда рублей. На 14% больше уровня 2023 года. В 2027 году мы ожидаем рост в 1,3 раза, и в суммовом выражении это 18,4 миллиарда рублей. В среднесрочной перспективе развитие промышленного производства прогнозируется в условиях комплексного влияния последствий санкционных ограничений. Все озвученные предложения парламентарии направят в Министерство финансов и правительство региона. Планируется принять проект закона с учетом внесенных профильным комитетом Народного собрания Ингушетии замечаний и поправок. Тамара Хшагульгова, Сулейман Костоев, МАГАЗ 24.